Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Ежегодно 24 мая в нашей стране отмечается День славянской письменности и культуры. Изучением русского языка за рубежом охвачено на сегодня около 14 миллионов человек. В СВФУ иностранные студенты изучают русский язык на кафедре русского языка. Успешное обучение в университете зависит от старательности студентов. Сегодня у нас в гостях Елена Дишкант, доцент кафедры русского языка как иностранного филологического факультета СВФУ. Елена Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас с Днем славянской письменности. И хотелось бы начать нашу беседу с вопросов о том, сколько всего студентов иностранных обучаются сегодня в СВФУ. На сегодняшний день в СВФУ обучается 515 иностранных студентов из 39 стран мира. Это и Алжир, и, надо сказать, Пакистан, Корея, Китай, Монголия, ЮАР, то есть самые разные страны, не говоря уже о студентах Ближнего Востока, то есть из стран ближнего зарубежья, и они поступают на разные факультеты, институты, это и филологический факультет, и Институт физической культуры и спорта, автодорожный факультет, мединститут пользуется большой популярностью. То есть самые разные профессии получают иностранные студенты. Действительно, география ваших студентов очень обширна. Но скажите, а сказались ли санкции на сокращение количества иностранных студентов в университете? Санкции мы пока на себе не ощутили. Скорее всего, здесь сказалось отсутствие регулярных авиасообщений. Ну и, конечно, пандемия внесла свои коррективы, потому что многие иностранные студенты хотели бы обучаться не дистанционно, онлайн, да, а непосредственно в нашем городе, в нашем университете. И вот эти вот факторы, конечно, повлияли на рост иностранных студентов. Елена Валерьевна, вы уточнили, что у вас студенты из 39 стран обучаются. А они все проходят как-то через вашу кафедру? И каким уровнем русского языка они должны обладать, чтобы учиться в СВФУ? Конечно, студенты должны владеть элементарным уровнем, не менее, если они хотят поступить в бакалавриат. А если это магистратура, то это должен быть продвинутый уровень владения русским языком. И студенты, которые приезжают к нам в университет, они сначала проходят через факультет довузовской подготовки, то есть подготовительное отделение, где не владеющие русским языком, то есть абсолютно с нуля, они начинают изучать русский язык. В течение года преподаватели с ними постоянно работают, ежедневно, и в конечном счете потом, уже спустя год, они могут поступить на ту профессию, на ту специальность, которую они выбрали, и учиться вместе с российскими студентами, слушать лекции преподавателей на русском языке. Вот так, да. А какой процент поступаемости среди студентов, которые год обучаются русскому языку и потом хотят продолжить дальнейшее обучение? Я бы сказала, наверное, 90% поступает. Есть такие, которым никак не удается владеть русским языком за год. И, конечно, такие студенты отправляются домой. Чаще всего, конечно, поступают. А как организована учебная программа именно на вашей кафедре? Через какое время обычно иностранные студенты начинают говорить прям свободно на русском языке? Тут я хотела бы сначала сказать о том, что наша кафедра русского языка как иностранного относительно молодая, всего лишь 12 лет. Заведующий кафедрой доктор педагогических наук профессор Светлана Максимовна Петрова. И на кафедре готовят по программе бакалавриата, то есть это первый профиль – это преподавание филологических дисциплин, русский язык как иностранный. На эту программу поступают как российские студенты, так и китайские студенты. А вторая программа очень интересная – это прикладная филология, русский язык как иностранный. Программа двойного дипломирования – это совместная программа с Хэйлунцзянским Восточным университетом города Харбина. И в этом году у нас первый выпуск студентов. Причем надо сказать, что 2 китаянки получат красный диплом с отличием. То есть это свидетельствует о таком хорошем уровне владения языком. Еще хотела бы сказать, что у нас есть магистерская программа на кафедре. Это мультикультурное обучение русскому языку как иностранному в сфере образования и туризма. И после окончания этой магистратуры
выпускники могут поехать за рубеж и преподавать русский язык уже за границей. Я бы, пользуясь возможностью, хотела рассказать также о том, что со следующего учебного года у нас открываются курсы профессиональной переподготовки филологов и учителей русского языка, которые могут пройти через данные курсы и работать в новом. Открывается совместный университет, я, может быть, раскрываю какие-то тайны, но совместный университет СВФУ и Чунчунского научно-технического института. Он будет называться Зелинский технологический университет. И в этом университете будут обучаться китайские студенты русскому языку вначале, а потом и другим специальностям. То есть это совместный университет СВФУ и Чунчунского научно-технического института на территории Китая. Это прекрасная возможность для людей, которые хотели бы сменить, может быть, свою профессию, может быть, они устали от каких-то серых будней здесь, в Якутске, и хотели бы изменить немножко свою жизнь, поработать с китайскими студентами. Предоставляется прекрасная возможность, поэтому призываю всех на наши курсы. Действительно, это очень хороший опыт для тех, кто хочет что-то поменять в своей жизни, тем более Китай, страна тоже, по-моему, прекрасная. А расскажите, из каких стран студентам легче всего дается русский язык? Может быть, есть какая-то статистика? Ну и также можно рассказать, кому хуже всего дается изучение русского языка. Да, конечно. Легче всего русский язык дается студентам из европейских стран, студентам, у которых есть уже знание другого иностранного языка, например, английского языка. Ну и труднее всего русский язык дается китайцам, корейцам, японцам, арабам, потому что кириллица, наша кириллица не имеет ничего общего ни с китайскими и корейскими, японскими иероглифами, ни с буквами арабского алфавита. И поэтому, конечно, иностранным студентам очень сложно понять падежную систему, виды глаголов, глаголы движения. Очень сложно дается произношение некоторых звуков, которых нет в их родном языке. Поэтому есть определенные трудности, но иностранные студенты справляются с этими трудностями, надо сказать. Да. А будут ли у вас сегодня проводиться какие-то мероприятия на вашей кафедре? Все-таки сегодня праздник, День славянской письменности и культуры. Да, конечно. Университет и наш факультет, в частности, всегда очень торжественно отмечает данный день, можно сказать, да, это праздник всех филологов. Поэтому сегодня, пользуясь, опять-таки, возможностью, я приглашаю жителей нашего города в 15 часов в Русском государственном драматическом театре состоится торжественное мероприятие «Живи и здравствуй, Русь святая». А в 16:00 в культурном центре «Сергелякские огни» пройдет премьерный показ фильма «Осажденная крепость». Это фильм «Реконструкция» по роману Леонида Юзефовича «Зимняя дорога». Надо сказать, что это премьерный показ, в главных ролях студенты нашего университета, филологического факультета в частности. Вход свободный, я всех призываю. И, конечно же, иностранные студенты тоже могут посетить данные мероприятия. А сейчас в условиях пандемии у нас не так много иностранных студентов, да, потому что, конечно, страны еще закрыты пока, некоторые страны, но иностранные студенты очень хотят, прямо собирают чемоданы, вещи, чтобы к нам приехать и обучаться у нас в Якутске. Причем я бы хотела сказать также и о том, что Якутск нравится иностранцам, и некоторые остаются здесь даже для жизни, можно сказать, и устраивают свою личную жизнь, находят свои вторые половинки. Поэтому Якутск — это, надо сказать, такой город судьбоносный для многих иностранных студентов. Здорово. А расскажите, в любом случае ваши студенты знакомятся с русской литературой. Расскажите, как это происходит, с какими произведениями, с чего начинают?
Конечно, изучение русской культуры, особенно русской литературы, это необходимое, можно сказать, звено для того, чтобы студенты овладели русским языком, потому что полноценное владение языком без знания культуры, страноведения, значит, традиций, обычаев русского народа невозможно. Да? И поэтому на элементарном этапе владения языком студенты знакомятся с русской классикой по адаптированным текстам. Кроме того, методика графико-символического анализа, разработанная доктором педагогических наук, профессором Светланой Максимовной Петровой, помогает им понять, запомнить эти тексты, помогает им развивать навыки устной, связной, монологической речи. А когда студенты уже достигают определенных высот во владении языком, они знакомятся с оригинальными текстами русских классиков. Вот. И надо сказать, что русская классика у иностранцев вызывает живой интерес, и это нисколько не преувеличение. Вот. Это, конечно, и радует, да, и в то же время заставляет задуматься, почему наши русские дети не читают и так любят иностранцы читать русскую классику. Причем надо сказать, что мы не только читаем произведения русских писателей, но также знакомимся и с внеаудиторными, то есть проводим внеаудиторные формы деятельности, можно так сказать. Это устраиваем разные конкурсы чтецов стихотворений Лермонтова, Некрасова, Есенина. Причем не только на уровне факультета наши студенты участвуют и в городских мероприятиях, вот, и становятся призерами. Да, призерами, победителями, так эмоционально читают и настолько вкладывают всю свою душу в чтение стихов, что, конечно, сердце замирает, надо сказать. Потом несколько раз пересматриваешь эти видеофрагменты, и такое чувство какого-то блаженства, что ли, от того, что ты сумел заронить в них какую-то любовь к русской классической литературе. Вот тут я хотела бы еще рассказать о том, что в 2019 году наш университет и, в частности, наш факультет участвовал в всероссийском масштабном проекте «Театр для всех». Этот проект был инициирован Балтийским федеральным университетом имени Канта. И наши иностранные студенты, причем не только филологического факультета, а также других факультетов, совместно с актерами Русского драматического театра поставили спектакль под названием «Кружится вальса вихрь шумный», посвященный 220-летию со дня рождения Пушкина. И это мероприятие получило широкий общественный резонанс и в средствах массовой информации, в социальных сетях. Иностранные студенты инсценировали фрагменты из произведений Пушкина: «Цыганы», «Бахчисарайский фонтан», «Сказка о царе Салтане». У нас был свой Пушкин, причем египтянин. Египтянин очень похож внешне на Александра Сергеевича. И вот он в роли Пушкина читал стихи, знаменитый памятник, признавался в любви Наталье Гончаровой, своей жене, и даже был устроен конкурс двойников Пушкина, причем наш Мухаммед занял первое место в этом конкурсе. То есть вот такие мероприятия, они, конечно же, не только стимулируют интерес к русской классике, к русской культуре, они вызывают, как мне кажется, да, вот такое чувство сопричастности, может быть, да, то есть во время разыгрывания той или иной роли студенты пытаются взглянуть на мир глазами русского человека. И это вот замечательное как раз средство, которое позволяет им понять, потому что часто иностранные студенты говорят: мы не понимаем русских людей, мы не понимаем, почему они так говорят, почему они так поступают. И вот ведь это очень важно, не только обучать русскому языку, а обучать и межкультурным навыкам. Мы все разные, у нас естественно, что и жесты разные, да, понимание абсолютно одних и тех же вещей, мы смотрим на мир другими глазами. Вот. И научить видеть мир глазами другого человека, это ведь довольно сложное искусство, надо сказать. Да? Вот. И такие мероприятия, конечно, они позволяют
попытаться взглянуть на окружающий мир вот глазами русского человека. Чем больше таких мероприятий, тем, конечно, лучше. И самим студентам очень интересно. Причем у нас же был Пушкинский бал, и поэтому мальчики во фраках, девочки в бальных платьях. Это студенты из Африки, вы понимаете, да? Которые никогда не были во фраках, никогда девочки не носили эти бальные платья. Погружение в атмосферу XIX века, музыка, эти вальсы роскошные, Грибоедовский вальс, да? Естественно, что это создает очень такую романтическую атмосферу. И вот тут я хотела бы даже сказать о том, что после того, как этот у нас бал, Пушкинский бал, успешно, так очень эффектно, можно сказать, был проведен, студенты из Кореи и студентка из Франции нашли друг друга, надо сказать, да, и они так благодарны Якутии, что Якутия соединила их. Вы представляете, насколько разные континенты, да, насколько разная ментальность. Франция – Запад, Корея – Восток, то есть, казалось бы, невозможные совершенно, да, противоположные цивилизации, однако нашли не только общий язык, вот так полюбили друг друга и даже вспоминают о Якутии с такой ностальгической грустью, хотят вновь вернуться. Вот, поэтому, конечно же, это замечательно, мне кажется. Елена Валерьевна, спасибо вам большое за нашу прекрасную беседу. Желаем процветания вашей кафедре, знания вашим студентам. И еще раз поздравляем вас с профессиональным праздником. Спасибо вам большое. Вам всего доброго, спасибо. Всех с праздником. Спасибо. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.